Одно ловкое движение руки, российская женская сборная становится чемпионом Европы по футболу. Это запись трансляции матча России и Франции. Практически на последних секундах уроженка Абхазии, известный российский футболист Эльвира Тодуа, мастерски отбивает мяч. Тяжелый, кропотливый труд, который нужно терпеть, и только трудоемкой работой, пахотой на поле и за ее пределами добиваются вот такие результаты. И действительно, таких результатов, как у Эльвиры Тодуа, может достичь только тот, кто трудится бесперерывно, всего себя отдавая спорту. Молодой голкипер сборной России с 2003 года дебютировала в товарищеской игре против Китая. Эльвира Тодуа – участница различных чемпионатов Европы по футболу среди женщин. На ее счету десятки отбитых голов и уже сотня матчей. Кстати, свой 100-й матч она вместе со своей сборной сыграла против Португалии. Если бы в начале карьеры тебе кто-то сказал, что 100-й матч придется на тот, который выведет тебя на Евро, и ты сыграешь его на 0, что бы ты подумала? Я в том возрасте не думала, я очень рада, и мой 100-й матч только от этого стал краше. Краше, ярче и смелее становится на поле во время ее ловких и проворных движений. Игра этой девушки ломает известный стереотип о том, что футбол не женский вид спорта. Стереотип о том, что девушка должна вот это, грубо говоря, как ты девушка, иди борщи вари. Вот где-то, наверное, с этой точки зрения. Но я думаю, что в скором времени и в России уже, и дай бог, в Абхазии к этому придут и поймут, что это просто вид спорта. И человек вправе выбирать то, что ему нравится. Эльвира выбрала и не ошиблась, и родители ее поддержали, несмотря на то, что ее мама, будучи балериной, хотела, чтобы дочь занималась танцами. Кстати, Эльвира родилась и выросла в городе Ткварчал. Домой приезжать получается редко, говорит спортсменка, но она очень скучает по родине. У нее даже тату в виде карты Абхазии на руке. Татуировка картой Абхазии. Это первое, о чем я помню, и я очень горжусь, что я родилась в Абхазии. У меня там родители, родственники, бабушки, дедушки, дяди, тети, поэтому очень хочется побольше времени, чтобы приезжать домой. Эльвира играла даже в мужской команде за сборную Абхазии. Это был товарищеский матч с командой Кубани. 15 или 20 минут стадион стоя хлопал, и мне мой друг Беслан Губли, кстати, у нас в России в многих клубах играл, вот, и Беслан Аджинджал, его брат Русик, вот, он тоже, он говорит, такое ощущение, говорит, было, как будто, говорит, Месси вышел. Но, и что самое еще интересное, я вышла, мы проигрывали 1-0, мы тут же сравняли, а потом у меня было несколько удачных действий, я вышла даже с какого-то стандарта, с фланга на выходе, вынесла вперед, и мы забили второй, и команда Республики Абхазия выиграла. Мы связались с Эльвирой по телефону. В данный момент у молодой спортсменки отдых, а потом в январе снова сборы. Впереди следующий чемпионат России. После Нового года будет предвкушение уже боевого настроя на следующий сезон. На родину когда планируете? Да вы знаете, вот вообще очень хочу, но постоянно какие-то моменты возникают, которые здесь приходится по месту решать, и не получается туда поехать. Плюс я собиралась, когда ковидные самые первые ограничения наступили, локдаун, когда нас закрывали, вот, были еще из-за этого проблемы на въезд, потому что у нас Федерация футбола в России нас очень сильно ограничивает на перемещение, на массовые посещения. Вот, поэтому приходилось сидеть на месте. Вот сейчас полегче с этим будет. Ну, дай бог, на следующий год найду времечко вырваться, приехать. Так очень хочется. Бабушки, дедушки, тети, дяди, родственников всех хочется повидать. Сейчас Эльвира борется за звание лучшего игрока 2021 года. Чтобы поддержать нашу соотечественницу, необходимо зайти на официальный сайт женского футбольного клуба ЦСКА и проголосовать за нее. Кстати, ее имя в числе первых претендентов. Хочу сказать большое спасибо гражданам Республики Абхазия, моей любимой республики. Да. Голосование за лучшего игрока на сайте футбольного клуба ЦСКА продлится до 24 декабря. Кугут Савардания, Абхазское телевидение.